Голосование все у вас? Да. Уважаемые кыргызстанцы, я только что проголосовал. У меня появилось видение, как вообще должны проходить выборы. Дай бог, обязательно такое в будущем будет. Вот я представляю, смотрите, в будущем все кыргызстанцы, неважно где они находятся, в любой точке мира, мы сделаем такую мощную сервер, такую мощную систему, когда люди пройдут верификацию на своих телефонах пальчиком биометрика и face recognition, это распознавание лица, и они могут не волноваться. Нам не нужно будет открывать эти тысячи избирательных участков. Люди с любой точки мира, граждан, которые прошли верификацию пальчиком и face control, будет выделяться буквально 1 час времени, условно, воскресенье, там, с 9 до 10, и сказать, выбор открывать, и за час люди могут, через буквально процедура может длиться 30 секунд или 1 минута, сделать распознавание пальчика, биометрика снимается, лицо и проголосовали. И все, никаких центральных избирательных комиссий, чтобы так сказать. И там на сервере главный контроль, 4 уровня контроля, безопасность 4 уровня. И все, через ровно 1 час 3,5 миллионов избирателей, или сколько их будет, они проголосуют, и мы будем знать через час результаты. Вот как должно проходить. А сейчас огромное количество тысяч людей трудятся, чтобы проголосовать. Вот полчаса как минимум времени уходит, надо беречь время. В настоящее современное в мире нужно беречь время и за 1 минуту голосовать, и все сколько там миллионов кыргызстанцев, и там будет распознаваться геопозиция, тоже требования включаются. Находится в Америке, проголосовал, мы определили твое лицо, твое местоположение, твой пальчик, и все, ты проголосовал. 1 час, и выборы завершились. Вот как должны проходить, вот к этому надо стремиться. Это вот здесь, мы знаем, как это делать. Скажите, пожалуйста, есть ли вероятность, по вашему мнению, проведения второго тура выборов? Да, кстати, да. Смотрите, если, дай бог, прогнозы показывают, что, в принципе, понятно, что кто может занять 1 место, но вероятность второго тура, она очень высока. И вот в Иерусалиме, иншаллах, обязательно я буду во 2-м туре, как минимум, поэтому выборы только начинать, и с сегодняшним днем они могут не закончиться. Мы надеемся и верим в победу, все у нас получится. Спасибо. А как вы оцениваете предвыборную агитацию? Чисто и прозрачно все прошло? Ну, смотрите, каждый должен отвечать за себя. Как бы со своей стороны мы делали все законно, чисто, проехались по стране, мобилизовали все ресурсы, которые мы по закону можем мобилизовать, и мы сделали все максимально чисто, прозрачно. Мы должны быть примером, и мы это сделали максимально прозрачно, чисто. Поэтому я могу отвечать только за себя. А чего вы ждете от сегодняшнего дня? Я жду очень, конечно, хотелось бы очень высокую явку. Я не знаю, какая явка. Где-то говорят очень хорошо, где-то не очень хорошо. Поэтому очень важно, вот, чтобы потом, спустя какое-то время, не жаловаться. Да вот так, вот все равно нечестно. Вот надо просто прийти и максимально показать явку и проголосовать. Вот неважно, где вы находитесь. Особенно по статистике город Бишкек, он самый пассивный. Вот за длинные выходные огромное количество наших граждан уехали на Иссык-Куль, в горы. Прекрасно, но, пожалуйста, к 6-7 вечера максимально всем нужно постараться и дать свой голос за своего кандидата, которого вы считаете самым достойным, компетентным. Поэтому обязательно голосуйте. А скажите, вы говорите про 2-й тур выборов. Если же все-таки кто-то из кандидатов наберет более 50%, вы примете итоги этих выборов? Смотрите, у нас по всей стране мобилизованы наблюдатели. И, конечно, информация своевременно, как только 8 закрывается, и там протокол должен распечатываться, и все наблюдатели наши сфотографируют и отправят. И они, естественно, в течение дня будут давать отчет в наш штаб, как проходит выбор. Если мы получаем ощущение, что все-таки было максимально честно и прозрачно, конечно, будем признавать. То есть, если какой-то будет что-то массовые какие-то непонятные ситуации, ну тогда, как так? Поэтому мы же тоже люди, сейчас люди умные, поэтому все понимают. Поэтому я также рассчитываю, очень верю, что все, кто вовлечены со стороны власти, государственных органов, они тоже умные. Они понимают, что нельзя же только одним днем все такое-то. Все пусть постараются максимально честно сделать свою работу, выполнить свой долг, и тогда будет мало вопросов. Я все-таки надеюсь, что и власти, которые отвечают за проведение, будут максимально дальновидными, умными и честными. Вот час, день, когда мы должны начать Новый год, новую жизнь, и с максимально прозрачной процедур, да, вот, чтобы были честные выборы. Мы на это надеемся. Конечно, если будет честный выбор, будем признавать. Какие вопросы? И последний вопрос. Если вдруг вы не станете президентом Кыргызстана, но избранный президент позовет вас в свою команду, вы пойдете работать? Вы знаете, когда боксер выходит на ринг, он никогда не идет с мыслью, что он проиграет. Поэтому мы вышли на выборы, я иду побежать, и буду, иншаллах, мы победим. Все хорошо, спасибо, успехов вам. Спасибо.